С середины лета этого года ПДД был дополнен термином «детская удерживающая система». Он четко обозначает значение устройства детского кресла и полностью исключает заменители кресел, которыми часто пользовались водители ввиду его дешевизны. Теперь официально запрещено использовать любые фиксаторы, накладки, треугольники, лямки и заменители кресел. Если раньше таковые продавались как допущенные, то теперь за них штраф такой же, как за отсутствие автокресла. Теперь разрешено только одно – это детское удерживающее устройство. По возрасту автолюльки, автокресла и бустеры сертифицированные и соответствующие росту и весу ребенка. В связи с этим и не только рейды сотрудников ГАИ участились. Они проводятся с раннего утра неподалеку от детских садов, а также на оживленных дорогах. За последние выходные на территории республики было зафиксировано 30 случаев нарушения правил перевозки детей. Ребенок без детского удерживающего устройства, допустим, просто сидит на сиденье пристегнутый, то ремень он все равно не удержит ребенка во время ДТП. Ребенок может просто получить серьезные повреждения какие-нибудь. В плане этого все строго сейчас. За время рейда на пути в сторону Чочур-Мурана сотрудниками ГАИ значительных правонарушений выявлено не было. Все родители имели тот или иной вид автокресла. У меня, получается, ребенок сейчас 6-летний, и у нас уже второе автокресло. Сначала же маленькое, а потом ребенок сейчас уже большой, поэтому уже уклон на, немножко на больший возраст. Там и ребенок и спит, и сидит, и удобно ему, комфортно. Вначале же ребенок вот так же сидит, вместе с автокреслом, а сейчас он уже вырос, поэтому немножко и кресло с ним вместе тоже растет. Для нарушителей ПДД, у которых дети не пристегнуты на специальном автокресле, предусмотрен административный штраф. 3000 рублей для родителей и родственников, 25 тысяч для должностных и 100 тысяч рублей для юридических лиц. Тимур Калмогоров, Айлита Махно, Якутск.